Всем здравствуйте, меня зовут Максим Блинов, я ижевский историк, руководитель культурно-исторического клуба «Антей». Совместно с Национальной библиотекой Удмуртской Республики мы начинаем цикл видеоэкскурсий «История одного дома». В нем вы узнаете об истории улиц, о зданиях, о домах Ижевска. Приходите на экскурсии и следите за видеороликами. Итак, сегодня мы расскажем вам про дом Летушевича. Это старейший особняк города Ижевска. Это был когда-то жилой дом, самый настоящий. Хотя за всю его историю различные функции выполняло это здание. Там сменилось десятки учреждений различных. Находится этот дом на улице Вадима Сивкова. Это одна из старейших улиц города. По счету она когда-то была пятой от пруда. Носила название улица Церковная, поскольку вела прямо к храму. Храм находился на Красной горке, наверху. Ну а впоследствии на месте этой горки появился Михайловский собор, величественный храм, восстановленный в нынешнем виде в 2007 году. Небольшой ансамбль исторической застройки здесь сохранился, и мы можем увидеть некоторые из зданий 19 века. И вот одно из них – это дом Летушевича. Именно под этим названием он известен среди историков и жителей города. Дом Захария Летушевича был построен в 1810 году по проекту заводского архитектора Семена Емельяновича Дудина. Вообще Дудину принадлежит авторство многих зданий Ижевска, включая главный корпус оружейного завода, арсенал, собор Александра Невского, ну и в том числе вот этот вот особняк. Летушевич был протоиерей, то есть священник, настоятель пророко-Илинской церкви, был весьма талантливым человеком. Помимо того, что он был священником, он занимался просветительством, преподавал словесность, окончил Вятскую духовную семинарию. Он был автором нескольких стихов, по крайней мере, некоторые из них дошли до нас, изобретателем. Известны некоторые его изобретения, например, водометные трубы. Сам Захарий Иосифович прожил в этом доме до 1819 года. В этот период к нему приезжали многие именитые гости того периода. Это начальники производств, интеллигенция того периода, врачи, учителя, те, кто пребывал по службе на Ижевский оружейный завод. Впоследствии дом этот перешел в заводскую казну, и здесь размещались в разный период заводская аптека, какое-то время даже был склад небольшой, лаборатория заводская, ну и многие годы, вплоть до начала 20 века, это был служебный дом номер 30, то есть заводская гостиница. Большинство помещений внутренних в тот период занимали спальни, комнаты для заводских офицеров, молодых специалистов, которые прибывали сюда на завод по службе. Там же были и хозяйственные, и иные служебные помещения. Рядом с домом располагался сад. Кстати, сад был разбит Захарием Иосифовичем Летушевичем и фактически являлся первым общественным садом в Ижевском заводе. Затем революция, гражданская война. В доме разместились разные учреждения, начиная от большевистской партии до Дома пионеров, Дом юного пролетария, так он назывался, 1918 года, и Союз комсомольцев тоже находился в этом здании. В середине 20-х годов дом передали под Государственный банк Водской автономной области, Водское отделение Госбанка. И появился вот этот пристрой дополнительный. Дом потерял свою симметрию, то есть такой типичный атрибут стиля классицизм. Вскоре банк выехал из этого помещения в 1931 году. Но, к слову говоря, интересный факт, что не только сам банк размещался здесь, а на втором этаже сидел главный бухгалтер, но были и квартиры для служащих. Кстати, интересным элементом здания является винтовая лестница, которая находится внутри. Она, пожалуй, одно из лучших украшений этого дома. Многие годы здесь, как я говорил, были еще и коммунальные квартиры, служебные помещения. С 1948 года дом принадлежал краеведческому музею. Точнее, здесь находилась экспозиция краеведческого музея. Самым знаковым экспонатом этого музея было чучело лося, фигура лося. Многие старожилы его помнят, те, кто ходил в музей. Ну, впоследствии здесь был исключительно отдел природы и фондохранилище. С 1995 года здание пустует, но сейчас планируется передать этот дом под музей книги, и оно находится на балансе Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
И мы надеемся, что этот дом оживет, он будет играть значимую роль в культурной жизни города и обретет свою новую жизнь. Вот такое вот знаковое здание. Ну а этом у меня сегодня все. Следите за другими роликами, за нашим циклом лекций. Спасибо вам.